COVID-19 мог бы стать окончательным приговором в судьбе Тамары Гатиевой, если бы не своевременное вмешательство людей в белых халатах. Будто очутилась в бреду, не могла ни есть, ни пить и даже на время потеряла ориентир в пространстве и времени. С ужасом вспоминает бабушка то состояние, которое ей пришлось перенести еще пару недель назад. Но это еще не все. Ситуация начала усугубляться за считанные часы. В тот же день с такими же симптомами вместе с Тамарой в ЦРБ города Малгобек был доставлен и ее супруг. Один диагноз на двоих. Далее, по уже привычному сценарию, обследование выявило ряд состояний, сопутствующих коронавирусной инфекции. Пневмония, дыхательная недостаточность, низкая сатурация. Мы поступили 21 числа в тяжелом состоянии. Сахар 26, вверх. От этого еще легкие, затемненные, одышка. Мухалдуз, качатуз. Чего мухалдуз? Я вообще мухалдуз. 8 суток вообще хамахмоцтуш, хамсиюш, эттиш. Давление высокое у него. Ката яшта хамни узьвакыш. Сидавга, сиди, отпумышта отдаешь. Носилки на благонзорство. Вещь там почти, что мы состояние уже угощаться. Они же состояние, мой яшта там, чего мой состояние. Ну, садуахлори. Сама мадуахлори, ну я, может, от дорога. Я почти там был уже, в бреду. К новоявленной коронавирусной инфекции всегда относилась скептически, рассказывает Тамара. Также за все время нахождения здесь, в инфекционном отделении, она убедилась, медицинские работники – это благо от Всевышнего. Медсестра, санитарка, разбирать от себя. На коллектив здесь. А это уже одна из палат реанимации. Всего в отделении 4 пациента. Поступили сюда совсем недавно и находятся в тяжелом состоянии. Ситуация усугубляется тем, что вирусная инфекция провоцирует сопутствующие хронические болезни пациентов, таких как сахарный диабет, онкология и прочие. Они обостряются и, как следствие, ухудшается и состояние больного. Несмотря на это, они пытаются привстать и заговорить с нашей съемочной группой, будто их ничего и не беспокоит. Именно в таких моментах можно наблюдать несгибаемое желание бороться за свою жизнь. Я поступила в очень тяжелом состоянии, была между жизнью и смертью. Сейчас уже лучше. Спасибо врачам, все очень хорошо сейчас. Вообще дышать не могла. Дал маршал Олтан. Фатимочка, давай, отдыхай. Ложись снова на животик, ложись, как ты лежала, ложись. Инфекционное отделение Центральной районной больницы города Малгобек ведет свою борьбу с коронавирусной инфекцией с 28 апреля. С того времени насчитывается около 400 вылеченных больных. И за все время только 4 человека были подключены к аппаратам ИВЛ. Здесь на 2 этажах развернуты 100 коек. И к 70 из них подведен кислород. Все 38 пациентов, находящихся сейчас на лечении, обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами. Все для оказания помощи больным у нас есть. У нас каждому больному делается компьютерная томограмма, с чем они к нам приходят. Делаем ЭКГ, УЗИ, консультируют все специалисты. Назначение делаем мы, врачи, и все для оказания помощи у нас максимально имеется. Антибиотики имеются, противовирусные имеются, дезинтоксикацию проводим, нужные консультации. Спасибо врачам. Эти слова звучат абсолютно в каждой палате. Больные хоть так и пытаются отблагодарить медперсонал больницы за их профессионализм, сопряженный с риском для здоровья, за заботу и просто за человеческое внимание. Некоторые больные рассказывали, что иной раз у них создавалось впечатление, что они единственные больные в отделении. Такое к ним было внимание. Сами же медики скромно отмалчиваются и просто продолжают свою работу. Хава Газикова, Адам Мережков, Магомед Дидиков, Новости 24.